Мир вам, братья и сестры. Этот ролик будет как продолжение предыдущего. Уже больше 10 лет ножами занимаюсь и выкладываю ролики в YouTube. И вот никогда не выкладывал, не говорил вслух, ни в комментариях не писал цены про ножи. Чтобы не искушать людей на всякие необдуманные слова в комментариях. И вот по многочисленным просьбам подписчиков решил вот в предыдущем ролике выложить прям открытым текстом, рассказал цены про ножи, какие ножи выпускаю, почему, для чего. И тут, и получилось, что нагрешил, вел людей в искушение, необдуманные слова говорить. Вот теперь придется, наверное, опять грешить дальше, продолжать обосновывать свои цены на ножи. Оправдываться, можно сказать. Там вот такие комментарии были, как порошковые стали, почему нож из простой углеродки стоит дороже, чем ножи из порошковых сталей. Почему-то люди считают, что ножи в основном складываются из цены на металл. Лет 10 назад примерно, когда тоже там были такие соблазны, из любых сталей делать, из дорогих каких-то. Читал, на тот момент самая дорогая сталь, по-моему, М390 была, называлась, или Н390, я уже не помню точно. Порошковая какая-то, швейцарская. Она стоила примерно на нож, если взять, не больше 2000. А ножи я из этой стали встречал, такой разбег интересный был, и за 5000 можно было купить, а можно было купить и за 60 тысяч. И даже если учесть все самые дорогие навороты, ножны, из зуба мамонта, или кость жирафа, и ножны из мошонки слона, я не знаю, из чего еще Но если все это посчитать, максимум он будет, 5000 себестоимость. А продавали его за 60. И вот почему? А бывало, что и с теми же самыми наворотами за 5000. И вот такой резонный вопрос, действительно, во-первых, порошковая ткань, действительно ли это она? А может быть, это недобросовестный мастер взял бесплатную железку какую-нибудь, назвал ее М390 сталь, например. Или может быть он даже купил у продавца, который ему впарил эту железяку, а он сам не знает и думает, что это М390. А может продавец тот, его обманули. И, как-то странно получается, демонстрируешь качество ножа, так, и какая разница, из какой он железки, если он хороший, если он тебе нравится, если он режет хорошо. А с другой стороны взять, можно, кстати, не хотел хвастаться, но все равно придется. На протяжении 10 лет, неоднократно у меня отзывы такие, что покупают у меня люди ножи и потом пишут в комментариях или по-другому как-то, что у них коллекция ножей из самых разных сталей, причем из самых дорогих, которые есть. Но они, говорят, лежат на полке, а пользуются они ножами от Владимира Владимировича. Да, немножко гордость берет, опять грешить буду, конечно. В общем. И потом углеродка, это же веками проверенная вещь. Раньше вообще все клинки были из углеродки. И довольно-таки достойного качества, И причем качество гуляло, что были, как и во всех тоже. Я не спорю, что и из порошковой стали есть хорошие ножи, но, во-первых, это зависит в первую очередь от мастера, потому что порошковая сталь это не панацея для того, чтобы нож действительно будет хороший. Дорогая сталь, любую дорогую сталь можно испортить неправильной ковкой, неправильной термичкой.
И из любой бесплатной железяки можно сделать достойный нож. Ну, это как и в любом деле так же, короче. Я тут почему-то вот люди, короче, я не пойму, что вот как-то... А вот такой еще момент там упоминали, короче, только лохи берут ножи такие дорогие, короче, от... В общем, ну, лохи, дурни там, короче, называли. Я вот в защиту своих пользователей ножей моих, короче, скажу, что это лох, он не сможет себе позволить нож от Владимира Владимировича, потому что это защита тому цена, короче. Потому что лох не сможет заработать свои деньги. Лох это тот, который облизывается и строчит комментарии, хейтеры вот эти вот. Вот это вот лохи, да. Потому что они в жизни ничего не достигли, как бы, своего. Ни умения, ничего. Ну потому что лохи, дурни. И, ну, дурак не сможет заработать состояние такое, чтобы позволить себе купить дорогую вещь. Вот. А кто сомневается, я могу познакомить с некоторыми своими заказчиками. И мне было бы даже любопытно понаблюдать, как вы им обоснуете, что он лох. У меня многие заказчики такие достойные люди, вообще-то говоря. И было бы интересно, конечно, понаблюдать за этим. Так что, уважаемые подписчики, пожалуйста, следите за словами, которые вы говорите. Далее, короче, вот, ну, по поводу углеродки дальше продолжить хотел. Вот говорят, что у меня дорогие ножи, но я говорю, вот было лет 10 назад примерно, плюс-минус, не помню, когда я еще стоял на вернисаже, ну, продавал свои первые ножи, которые я делал. И там уже, конечно, отдавал их почем, лишь бы продать, как бы не до жиру было. Потому что место стоило 4000, по-моему, за 2 дня. Ну, суббота-воскресенье. Дорога мне обходилась тоже там 250 километров, ну, в одну сторону, 500 километров, в общем. Тоже за дорогу приходилось платить, в машине ночевал. Отдавал почем зря, короче, ну, торговались люди, продавал, как бы. В Китае много ножей, потому что на вернисаже много китайцев ходит. И вот, ну, Виктор Кузнецов также стоял, короче, на рынке. Он ко мне подходил, я его книги читал, и, ну, общались вживую, пришлось общаться, как бы, да, и царство ему небесное, конечно. Хороший очень мастер был он. И вот человек там сторговал у меня нож, по-моему, я не помню за сколько там, ну, 8 или 5 тысяч что-то купил. И говорит, вот я, говорит, сторговал у тебя нож, говорит, а сейчас, говорит, ну, иду, говорит, к Виктору Кузнецову и буду покупать у него клинок. Ну, то есть без рукоятки, без ножен. Чисто клинок за 200 тысяч рублей. Булат. По составу та же углеродка, что вот и я ножи продаю. Такая же углеродка. Вот, поэтому, ну, как бы, ну, я к тому речь веду, что марка стали это не показатель цены на нож. Вот, основная мысль это. Далее, из чего складываются цены на мои ножи? Спрашивают многие. Ну вот я вам сейчас покажу, даже продемонстрирую, вот из чего они складываются. Вот это вот своим весом я, ну, мало видел. Ну, практически никто не проверяет. Так, чтобы на клинок взять, наступить, короче, он там, ну вот. Если, то есть, он не выдержит, то значит этот нож уже до покупателя не дойдет, до пользователя. Он у меня останется. И вот таких поломанных клинков, вот если собрать за свою жизнь, короче, ну, у меня, наверное, ну, не знаю, ну, ведро, наверное, или пол-ведра точно будет. Ну, очень много. Вот. А это ж работа все, ну, представьте, да, вот, нож сковать. Причем не просто, короче, вот как, ну, многие производители из дорогих сталей берут там, ну, ну, я не знаю, написано на ноже, что там она из дорогой там шведской стали какой-то там порошковой. Ну, и ножи дороже, чем у меня, я не знаю, почему тут удивляются. А потому что углеродка, да, а там дорогая шведская сталь. И вот из этой дорогой шведской стали он, там, производитель прямо говорит, что я не буду так своим весом проверять. Вот и все. Хотя цена на нож не маленькая.
Вот тоже вот обломок такой. Но этот нож еще я, конечно же, тут можно будет хвостовичок вытащить, и вот наполовину маленький ножичек все равно получится. Потому что хвостовики я делаю длинные всегда. Они как бы армируют рукоятку деревянную. Вот. Ну, вот, ага, вот это вот значит у меня обломок показал клинок. Этот получается, он еще только предварительно ослесаренный тут под закалку. А здесь уже, ну, когда вот так ломается, я говорю, слава богу, что он рано сломался. Обиднее, когда он, вот, когда уже он готов, например, да, почти. То есть отполирован уже, вручную уже довожу. И он тогда ломается. Вот это немножко обиднее, конечно. Но самое обидное, когда вот его своим весом проверяешь, уже готовый нож с ножнами, со всеми делами. И вот он берет и ломается тоже. Ну, представляете, вот неделю я на него потратил, короче, да, и получается эта работа псу под хвост. Ну, в общем-то. И тогда, наверное, понимаете, да, почему вот этот нож стоит в 2 раза дешевле, я его своим весом не проверяю. Но он хороший нож, он прочный, как бы, вот, ну, как бы его там сломать-то его. Попробуйте еще, он тут сталь хорошая тоже. Просто сечение тоньше здесь. Ну а здесь вот потолще, например, я его проверяю своим весом. И он у вас уже не сломается, даже если его, ну, как на охоте бывают случаи, вот один человек рассказывал, что он случайно на него наступил, и нож сломался. Ну, кизляровский нож, он говорил, там такой. Вот. Теперь про ножны. Ножны вот делаю традиционные якутские, но отличие в том, что деревяшка внутри не береза, как традиционная якутские, а можжевельник. А можжевельник это природный антисептик. Клинок он всегда приятно пахнет. Даже после рыбы, вот водичкой, если просто помоете, ставите в ножны, ну высушите тряпочкой, насухо протрете, ставите в ножны. И нож у вас будет, не будет рыбой пахнуть, а будет пахнуть можжевельником. Вот. И вот Виктор Кузнецов говорил, хотя в то время, 10 лет назад, ножны, конечно, были намного хуже, чем сейчас делаю. Они были громоздкие какие-то, там все такое. Вот он говорил тогда уже, что ножны, говорит, одни 10 тысяч стоят. Потому что там купил у меня, помню, нож гаишник. И пошел к нему на проверку. Ну, авторитет у него все-таки высокий, такой хороший был. Стоит ли этот нож, там, за 7 тысяч, по-моему, отдал я, или за 6. Вот он говорит, стоит ли этот нож таких денег? Виктор Кузнецов сказал, что ножны 10 тысяч стоят такие. А не то, чтобы нож там сам как бы. Ну, это было тогда, короче. Вот. Не, ну а так, конечно, понимаю, что сейчас положение в стране не очень хорошее, как бы, да, с деньгами у людей туго. И работаю над тем, чтобы подешевле делать ножи. Наверное, буду делать. Вот еще забыл сказать, ну я в том ролике уже говорил, что там удивляются люди, там, почему вот, допустим, нож вот этот стоит там так дорого, а у меня дети говорили, что вот в игре CSGO, короче, встречаются ножи намного дороже, чем мои. Виртуальный нож. Ну, там почему-то никто ничему не возмущается. Вот интересно как-то так. Виртуальный нож, представьте, короче, вот, стоит дороже, чем вот этот, на который я там неделю времени потратил. Вот. Что еще хотел сказать? Буду стараться делать подешевле, да. Ну, наверное, все так-то. Давайте, всем мира и добра. С Богом. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я на тот ролик, который я сейчас комментирую, я ссылку, наверное, расположу. Либо в первом комментарии, либо в описании. В общем, всего самого доброго. До свидания.